Дорогие горожане, на 1 июля в городе Бишкек количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 2292 человека. За последние 10 дней ежедневно идет рост зараженных. Если 22 июня было 82, то на сегодняшний день количество зараженных составило 195 человек. Количество умерших составило 21 человек. Резкий рост смертности наблюдается за последние 10 дней. Под медицинским наблюдением из числа контактных лиц находится 3706 человек. Из 2292 зараженных COVID-19 в разрезе районов составило Ленинский район – 725 человек, Октябрьский – 466, Первомайский – 446, Свердловский район – 355. По жилым массивам города Бишкек статистика выглядит следующим образом. Ленинский район – 200 человек, Октябрьский район – 116, Первомайский район – 75, Свердловский район – 43. Самыми неблагополучными районами на сегодняшний день являются Ленинский и Октябрьский районы. В отношении некоторых руководителей данных районов в ближайшее время будут приняты соответствующие меры. Из 2292 зараженных более 55% составляют государственные и муниципальные служащие. В целях усиления мер по противодействию коронавирусной инфекции в столице сегодня мэрия города Бишкек издано распоряжение, согласно которому на территории города Бишкек устанавливается следующий режим работы. Общественный транспорт, троллейбусы, автобусы, маршрутные такси будут курсировать с 7:00 до 10 утра. С 10 до 5 часов будет перерыв, и с 17:00 до 21:00 часов будут работать. А в субботу и воскресенье курсировать вообще не будут. Кафе, рестораны, точки общественного питания разрешается работать только с 8 утра до 8 вечера. Супермаркеты, торговые центры должны изменить время режима работы ежедневно с 7 до 7 вечера. Все рынки на территории города Бишкек будут работать ежедневно с 6 утра до 5 часов вечера. Запрещены следующие виды деятельности. Точки проката велосипедов, детские площадки и батуты, других видов уличной несанкционированной торговли и предоставления любых видов услуг на улице. Торхана, ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие усилительные заведения вне зависимости от количества посетителей. АО «Северэлектро» и Бишкек-Водоканалу, согласно действующим нормам, рекомендуется отключать от электроснабжения и водоснабжения нарушителей карантинного режима. Детских развлекательных заведений, футбольных полей и игровых площадок. Мэрия города Бишкек ограничивает посещение парков, скверов, бульваров, площадей и других мест массовой концентрации отдыха людей. Мы усиливаем мероприятия по нарушителям карантинного режима. Количество рейдов будут увеличены, а штрафы будут применяться без предупредительных мер. Мэрия города Бишкек поручена главам районных администраций, МТУ совместно с соответствующими службами проводить ежедневные рейды на территории соответствующих районов. Особенно обратить внимание на рынки, торговые центры, общественный транспорт и места массового скопления людей. Управление внутренних дел ГОМом, участковым, проводить разъяснительную работу с жителями, активами районов и субъектами бизнеса на предмет соблюдения санитарных норм. Управлению здравоохранения ЦГСН усилить работу мобильных групп для выявления очагов заражения. В условиях возобновления экономической деятельности в городе Бишкек отмечается рост зараженных и контактных лиц. Особенно участились случаи самообращения. Служба скорой помощи не справляется с обращением граждан. В стационарах не хватает койко-мест. Все это связано с несанкционированным ростом пандемии, количества больных пневмонией и ОРВИ. В этой связи по поручению премьер-министра мы открыли новый колл-центр по самодиагностике 118, который был развернут на территории средней школы номер 2. Переезд связан с увеличением операторов колл-центра. Днем и ночью здесь будут дежурить по 40 операторов-медиков. Оператором колл-центра сейчас становятся врачи, клинические ординаторы, медики-добровольцы. Консультанты-операторы дают подробный инструктаж по алгоритмам Минздрава в зависимости от диагноза больного. Напомним, что линия самодиагностики 118 круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию горожанам. По оценкам медиков, сегодня наблюдается рост больных пневмонией.
Ни в коем случае нельзя запускать данную болезнь, и необходимо сразу после консультации врача принимать медикаментозные средства. Согласно приказу Министерства здравоохранения номер 461 от 28 июня 2020 года, мобильные медицинские бригады будут приезжать к обратившимся больным для проведения осмотра и первичной диагностики. Забор ПЦР мазков и ПЦР-тестов не будет. Мобильные медицинские бригады не делают сейчас экспресс-тесты и не берут мазок. Горожане могут получить консультацию круглосуточно и у семейных врачей в центрах семейной медицины. Наши акимиаты и МТУ сейчас оказывают детальную помощь и помогают жителям получить первичные консультации у своих семейных врачей. Дорогие горожане, ваше здоровье в ваших руках.